уважаемые телезрители и радиослушатели! Добрый день, уважаемые участники традиционной елки главы Республики Саха-Якутия. В этом году традиционная елка главы проходит в онлайн-формате. Но это никак не повлияет на новогоднее настроение наших лучших учащихся республики. И, разумеется, не повлияет на ход нашего эфира. Как говорится, в каждом минусе есть свои плюсы. Например, на елке главы этого года могут побывать все наши телезрители и радиослушатели. И сегодня мы приветствуем обучающихся, проявивших свои лучшие качества, достигших особых успехов в разных сферах. Это победители республиканских конкурсов по дополнительному образованию, отличники учебы. Также принимают участие победители всероссийских олимпиад, научно-практических конференций и спортивных соревнований 2020 года. Ну и перед тем, как мы познакомимся с некоторыми из стипендиатов, участников елки этого года, поздравит глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Дорогие ребята, сегодня, в канун нового 2021 года, я искренне рад приветствовать лучших учеников школ нашей необъятной Якутии. Я знаю, что в уходящем году вам пришлось непросто. Многие были вынуждены перейти на онлайн-обучение, меньше общаться с друзьями, отказаться от дополнительных занятий и тренировок. Но несмотря на все сложности, вы добились выдающихся результатов в учебе, творчестве, науке и спорте. Нашли в себе силы помочь ближнему в трудную минуту. В такое сложное время ваши достижения ценны вдвойне. Вы стали настоящим примером как для ровесников, так и для нас, взрослых. Поверьте, вами гордятся не только родители и учителя, но и вся Якутия. Я очень рад, что в нашей республике столько умных, талантливых, целеустремленных детей. Перед нашим регионом стоят глобальные задачи. Нам нужны грамотные, увлеченные и талантливые специалисты. И ваши старания и достижения в учебе, творчестве, спорте – лучшие инвестиции в ваше будущее и будущее республики. От всей души желаю вам в новом году удачи, безусловной поддержки близких и друзей, исполнения самых заветных желаний. Не отступайте перед трудностями, верьте в силу добра и дружбы, всегда смело смотрите вперед и знайте, что мы за вас очень болеем. С новым 2021 годом! Будьте здоровы и счастливы! Хангахалунан, хангажолунан. Мы благодарим Айсена Сергеевича и присоединяемся к его словам. Действительно, у каждого школьника большие возможности, и впереди вас ждет очень много интересных открытий. Эрхан, в свои школьные годы тебе удалось принять участие в немалом количестве конкурсов, и это были даже конкурсы международного масштаба. Да, Катя, это был прекрасный опыт, и, несомненно, такие мероприятия дают возможность определить свое будущее уже в школьные годы. Вот в этом году на елке главы традиционно участвуют лучшие из лучших. И сейчас они в онлайн-формате смотрят наш новогодний эфир на каналах НВК Саха, Якутия-24 и на радио ТТ. А их, как и в предыдущие годы, 700 человек. Ого! И это замечательно. Всех участников нашей елки поздравляют артисты вокалистки Государственного театра эстрады Республики Сайсарако, Умсура и Люси. Встречаем. Суста қаланым намтабит, менірам бұчуға сижайбыт. Саңа жол жағылын тоз қойбыт, саңа жыл тулабын кергепбит, саңа жыл тулабын кергепбит. Гына Кария, мөрүл гына долуя, теспер сүйер өрүдө, чүчүк гына химненер, дырым ота кария, кырчык жоллоксун ихер, сырдык аңын ария. Олоптон
상하종 그게님 그댄데 sürekli dolguya tebeller Yol çağırın sandara Eğer de sargılar sanacı Eğer de sargılar sanacı Çık gına himlener derin vatta karıya Mörün gına doğuya Despersuer yörüde Çık gına himlener derin vatta karıya Kırcık joloksun iher sırdık anın arıya Sanacı Нас поздравили артисты Государственного театра эстрады Умсура, Сайсареко и Люси. Ну Спасибо. а теперь я предлагаю начать знакомство с ними. Да, мне тоже не терпится с ними познакомиться. Всегда бывает пообщаться с ребятами. Итак, наш первый стипендиат. Ескин Кирилл, Республиканский лицей-интернат, город Якутск. Победитель республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, литературе, обществознанию в 2019-2020 году. Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2019. Итак, Кирилл Ескин, ученик 11 класса Якутского городского лицея, стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020 года, с нами на связи. Кирилл? Добрый день. Здравствуй, Кирилл, с Новым годом тебя, с наступающим. Спасибо, вас тоже с наступающим. Кирилл, ну ты являешься активным участником олимпиадного движения. Что тебя в них привлекает и кто тебя поддерживает? Расскажи. Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы поблагодарить нашу республику за то, что такое мероприятие, которое уже стало такой доброй новогодней традицией, проводится. И, конечно же, всех стипендиатов, каждый из которых приложил большое количество усилий для достижения своих целей. Что касается олимпиад, то, безусловно, олимпиады дают множество возможностей для школьника и вообще для любого человека, но главной, на мой взгляд, является возможностью именно расширить знания по любимому предмету и, конечно же, не только накопить определенный багаж знаний, но и научиться их применять в нужное время и в нужное место вместе. И, конечно же, это и возможность работать в условиях стресса, и такие приятные бонусы, как возможность познакомиться с единомышленниками со всех уголков нашей страны, и зачастую не только нашей страны, и посмотреть другие города, и такой приятный бонус в качестве поступления в вуз без экзаменов. Ну и вы правильно сказали, что успешное участие в Олимпиаде невозможно без помощи других людей, и я очень благодарен своей родной школе, Якутскому городскому лицею и учителям, которые дали мне возможность проявить себя и которые дали мне все те знания, которыми я обладаю. Также я очень благодарен Малой академии наук, которая проводит множество олимпиад у нас в республике, и, конечно же, своей семье, своим родителям, которые всегда меня поддерживают и помогают во всех начинаниях. Кирилл, а расскажи нам, а как ты проводишь свое свободное время? Как? У меня достаточно много интересов помимо олимпиад, безусловно, они отнимают много времени, но как-то все мы как-то отдыхаем и расслабляемся. Классно. Я увлекаюсь большим теннисом, которым начал заниматься с 7 лет, и сейчас продолжаю, сейчас занимаюсь намного реже, но иногда играю для себя, для своего удовольствия, и продолжаю следить за всеми самыми крупными событиями в мире большого тенниса. Ну и также я закончил музыкальную школу по классу гитары и люблю слушать очень разную музыку, от русского рока до бардовской песни, и также я люблю читать книги и кататься на велосипеде в свободное время. Классно, молодец. Это был Кирилл Ескин. Спасибо тебе.
Так, Кирилл, Спасибо, напомню, у до нас ученик 11 класса Якутского городского лицея, стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020 года. Кирилл, дальнейших тебе успехов. Ну а мы хотим напомнить, что работаем мы в прямом эфире. Традиционная елка главы Республики впервые проходит в онлайн-формате. Мы выходим на канале НВК Саха, на Якутия 24 и на радио Т-Тим. Так что оставайтесь с нами. И знакомимся со следующим участником. Так, Алена Большакова. Большакова Алена, Международная арктическая школа республики, город Якутск. Мастер спорта по шашкам, член Всемирной федерации шашек, призер Кубка мира по шашкам 2018-2019 года. Победитель первенства России по русским шашкам среди девушек, первенства республики по стоклеточным и русским шашкам. Победитель по программе «Блиц» онлайн первенства Европы по международным шашкам. Алена Большакова, ученица 11 класса Международной арктической школы, стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020 года. Алена с нами на связи. Алена, здравствуй. Привет. Алена, как мы знаем, слышно, да, нас? Да. Классно, замечательно. Алена, как мы знаем, стипендиатом ты стала благодаря шашкам. Со скольки лет ты занимаешься этим видом спорта? В 7 лет меня отвели на обычный кружок по шашкам. Так, на обычное развлечение для меня это было. И у меня особо не было интереса, и я даже не пыталась вникать в эту рутину, получается. И в 8 лет меня отправили в десерт номер 5 в Барнаул-Якичне, когда я начала уже серьезно заниматься этим спортом. И после этого мне понравилось, и после тренировок я всегда получала удовольствие. И после этого постепенно я начала получать больше достижений, больше званий, больше наград, трофеев и призов. И благодаря шашкам я посещала множество разных стран мира и познакомилась с разными иностранцами, и с которыми даже сейчас поддерживаю общение. Мне кажется, это очень увлекательно, когда я могу совмещать свое хобби путешествовать и играть в шашки в разных странах мира. Алена, ты, наверное, хотела бы кого-то поблагодарить. У тебя прямо сейчас есть возможность передать свои приветы и поздравления. Хочу выразить огромную благодарность, в первую очередь, конечно, своим родителям. Они внесли большой вклад в мою спортивную карьеру, поддерживали меня так и финансово, так и морально. Хочу сказать большое спасибо моим прошлым тренерам, это Барнаулу Марине Никитичне и Качкину Василию Николаевичу, и нынешнему тренеру Варламову Вячеславу Павловичу. Хочу сказать им большое спасибо за поддержку меня, за веру в меня, за драгоценное потраченное время, которое они уделяли на развитие моих способностей. И хочу сказать большое спасибо всем моим родственникам, друзьям, знакомым, которые меня поддерживали. И еще, пользуясь моментом, я хочу поздравить всех участников этого долгожданного события. Хочу сказать, что этот 2020 год был очень непростой. И хочу пожелать всем крепчайшего здоровья и желаю больших побед во всех начинаниях, успех, счастья и удачи во всем. Алена, спасибо большое тебе и тебе удачи и дальнейших успехов обязательно. Ну а далее у нас музыкальный номер. Один из хитов уходящего лета с интересным названием «Бомбалейла». Встречаем Секти. Все, обними меня и никому не отдавай. Черно-белый мир теперь ярче остальных. И если падать, то с тобой ярким звездопадом. Бам-бам-балейла, детка, ты со мной, прошу, летай. Бам-бам-балейла, детка, эту ночь не забывай. И твои танцы
ты непокорима. Не смог пройти тебя мимо, и увидим далеко с тобой красиво. Вне зоны доступа мы, они алло, алло. Вне зоны доступа мы, они алло, алло. Бам-бам-балела, детка, ты со мной, прошу, летай. Бам-бам-балела, детка, эту ночь не забывай. И твои танцы в ТикТок меня манили так. Твои танцы в ТикТок меня манили так. И утром мы достанем с тобою до луны. Наша молодость, ты знаешь, играет в крови. Закружила в танце, ты знаешь, что я не против. Я хочу, чтоб ты мне подпевала. Бам-бам-балейла, детка, хайда со мной. Бам-бам-балейла, детка, прыгай со мной. Бам-бам-балейла, детка, хайда со мной. Бам-бам-балейла, детка, прыгай со мной. Бам-бам-балейла, детка, хайда со мной. Бам-бам-балейла, детка, прыгай со мной. Бам-бам-балейла, детка, хайда со мной. Бам-бам-балейла, детка, прыгай со мной. Это был Сайкти Бамбалейла. Спасибо. Спасибо. И мы продолжаем знакомиться со стипендиатами. Далее у нас Александр Степанов, ученик 11 класса Якутской кадетской школы-интернат, стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020. Степанов Александр. Якутская кадетская школа-интернат. Город Якутск. Победитель конкурса Якутия и Германия «Диалог культур-2019». Победитель командной деловой игры «Правовой марафон. Стоп коррупция-2019». Призер Всероссийской научно-практической конференции «Науки юношей питают» в городе Сокол. И Саша с нами на прямой связи по скайпу. Саша, здравствуй. Здравствуйте. Саша, слышно хорошо нас? Да, все слышно. Отлично. Ты учащийся кадетской школы. Расскажи немного о своем распорядке дня и вообще сложно ли быть кадетом? В кадетскую школу я поступил в 2016 году, обучаюсь уже 5-й год. Распорядок дня таков: подъем в 6:30, учеба, военные учения. Кормят 5 раз в день, очень вкусно. Ух ты. Быть кадетом — это как совмещать в себя 2 человека, одновременно школьника и солдата. Бывает трудно, но привыкаешь. А чем ты увлекаешься в свободное время? Скажи нам. В свободное время я посвящаю чтению книг. Недавно закончил роман Бакшеева «Бокалистка». Очень интересно. Также люблю проводить киновечера и посвящать чтению. Иногда увлекаюсь вокалом. Ух ты, а может ты для нас что-нибудь споешь? Хорошо, попробую. Песня Евгения Аленова «Ахтулган». Истер петсирах питабитин Ахтулган кюстер кулларын Көтер тумары кустунан таптал кута. Вот, угар. Неплохо. Молодец, неплохо. Саша. Спасибо Саш, большое. поскольку ты учащийся кадетской школы, наверное, ты свое будущее хочешь связать с какой-то военной профессией, так ли это? Свою будущую профессию я хочу стать хорошим специалистом в сфере юриспруденции. Мы тебе желаем удачи, несомненно, во всех твоих целях и мечтах. С наступающим тебя Новым годом! Успехов тебе дальнейших, Саш! Спасибо большое. И встречаем на сцене очень милый и, наверное, даже, анимешный голос нашей республики Катя Черкашина с песней «Перечитать». Встречаем.
свобода в строчках из книг. Ты мои стихи и лучшие в них. Ты моя причина улыбки на лице. Вышел из картины погостить ко мне. И ты будто сказочный герой из грустных историй зашел ко мне домой и лишь со мною будешь пить самый вкусный чай. И ай-яй-яй, но конец тебе пора, последняя страница будет мне еще так долго снится, но хочу я перечитать тебя. Ты моя стихия, то, чем дышу. Все свои стихи я для тебя пишу. Ты моя причина петь для тебя. Я тебе с малиной налила чай. И ты будто сказочный герой из грустных историй зашел ко мне домой и лишь со мною будешь пить самый вкусный чай. И ай-яй-яй, но конец тебе пора, последняя страница будет мне еще так долго снится, но хочу я перечитать тебя. Будто сказочный герой из грустных историй зашел ко мне домой и лишь со мною будешь пить самый вкусный чай. И ай-яй-яй, но конец тебе пора, последняя страница будет мне еще так долго снится, но хочу я перечитать тебя. Но хочу я перечитать тебя. Такая Это была же- Катя Черкашина. Да, такая же нежная девушка, Да. исполнительница, как и песня, которую мы Согласен. прослушали. И мы знакомимся со следующим стипендиатом главы Республики Саха-Якутия. Внимание на экран. Бережнова Елена, Кысылсырская средняя общеобразовательная школа, Вилюйский улус. Лидер команды победителя всероссийского конкурса «Лучшая команда российского движения школьников-2020». Победитель регионального этапа всероссийского проекта «Российское движение школьников. Территория самоуправления-2020». Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер 21 века» в номинации «Лидер детского общественного объединения». Елена Бережнова, ученица 11 класса Кысылсырской средней общеобразовательной школы Вилюйского улуса, с нами на связи. Елена, здравствуй. Всем привет! Елена, давай познакомимся, расскажи нам немного о себе. Так, я учусь в 11 классе, мне нравится танцевать, петь, люблю вязать. Время от времени мне нравится играть в видеоигры, а также я очень позитивный и отзывчивый человек. Я 4 года состою в самой лучшей организации в мире, и благодаря своим руководителям Томской Таисии Андреевне и Томскому Михаилу Михайловичу я нахожусь здесь, на самом волшебном мероприятии этого года. Какая ты активная. Слушай, а Да. как пандемия сказалась на твою деятельность? Как? Это очень хороший вопрос, так как пандемия прошла очень сложно, и
все конкурсы, слеты, фестивали. И мои 4 путевки были отменены, но я не расстраивалась, ведь мы с командой продуктивно работали, активно принимали участие во всероссийских конкурсах и побеждали. Также этим летом мы провели первый онлайн-лагерь под парусом РДШ 2020. Извините, я немного волнуюсь, но ничего страшного, я справлюсь. С охватом более 900 детей со всей нашей республики. И еще я сделала первый шаг к моей профессии, извините. Я прошла... Не волнуйся, Лен. Волноваться это нормально, тем более на республику, когда выходишь, да? Бартачугай? Хорошо. Я прошла обучение и сейчас имею свидетельство вожатого от Московского государственного педагогического университета. Все, спасибо. Несмотря на волнение, ты большая молодец, Лен. Может быть, ты хотела бы кого-то поблагодарить и поздравить? Да, хотела бы выразить большую благодарность своим родителям за ту поддержку, которую они мне дали, своим руководителям за такой шанс участвовать на этой елке. И, конечно же, всем своим близким, друзьям, родственникам, детскому движению Белюкискеле, координатору ЯРО РДШ Макаровой Нургияне Владимировне и, конечно, моей самой любимой организации, детская общественная организация ША, что значит «Школа активных ребят». Всех с наступающим Новым годом! Лена, спасибо тебе большое. Удачи тебе, успехов в дальнейшей твоей жизни. Спасибо. Ну а далее я предоставляю сцену своему соведущему Эрхану Попову с песней, с композицией «Богиня моих снов». Настал мой час. Ты моя богиня, богиня моих снов. Без тебя погибель, с тобой только любовь. И не надо злиться, пора ведь нам проститься. И улетим мы, как вольные птицы. Скажи, зачем ты, скажи, когда ты оборвала все наши провода и говорила, что мы будем всегда. Но все твои слова — это была вода. Поговори со мной, поговори со мной. Ты для меня была как космос, как для земли была луной. Я подарил тебе все звезды, чтобы тебя обнять и нежно прошептать. Ты моя богиня, богиня моих снов. Без тебя погиб я, с тобою ожил я вновь. И не надо злиться, пора ведь нам проститься. И улетим мы, как вольные птицы. Ты моя богиня, богиня моих снов. Без тебя погибель, с тобой только любовь. И не надо злиться, пора ведь нам проститься. И улетим мы, как вольные птицы. Хотела бы только с тобой, хотела бы только с тобой. Но выбрала ты не меня, вместо меня уже кто-то другой. Не надо любви мне, оказалось, те чувства забыты уже. Не надо любви мне, хватало мне войн на твоем рубеже. Пули за пулей, однажды мы будем увидеть друг друга, скрываться от глаз. Увы, не вернуть, ведь и наши прогулки так было уютно, не надо было нам фраз. Я ведь полюбил и по-любому ведь знаю. Я не понимал, нету времени и каюсь. И нам было так хорошо тогда, почему сейчас от меня ушла ты? Я ведь полюбила вены только тогда, только тогда, только тогда, только тогда, когда проводили день ото дня. Я ведь полюбила вены только тогда, только тогда, только тогда, только тогда, когда проводили день ото дня. Ты моя богиня, богиня моих снов. Без тебя погибель, с тобой только любовь. И не надо злиться, пора ведь там проститься. И улетим мы, как вольные птицы.
Итак, это был Эрхан Попов, мой сегодняшний соведущий. Спасибо, Эрхан. Дам тебе время отдышаться и представлю следующего стипендиата. Пожалуйста, Константин Наумов. Внимание на экран. Наумов Константин. Ученик 9 класса Борулахской средней школы Верхоянский, Улус. Совершил героический поступок при спасении утопающего в селе Тамтор Верхоянского Улуса 13 июня 2019 года. Награжден нагрудным знаком «Горячее сердце». Константин Наумов с нами на связи, ученик 9 класса Борулахской средней школы Верхоянского Улуса, стипендиат главы республики 2020. Костя, с Новым годом, здравствуй! Привет. Здравствуйте. Ну, мы, конечно же, как и вся республика, очень гордимся твоим героическим поступком. Расскажи нам вкратце, что тогда случилось. İlk Cenab-ı Allah'a üniversitede o gün 2 gün oldu. Bir de birlikte seçilip okuduk. Doktor Bekta. Да. Слышно, да? Да. Ирак аула сетилер битта, бию течо бут. Наволар идиги биттар оннага. Она биттар кемеле би сирупет, настан экен тада буда. Как Костя, тохсус класска өрнәгән Онна осколаган, онна юрекка митөрдәккән ким булык мараны? Ким булаганы? Идәгәне. Тохсус класска миттән подготовка физкультуры, что идет до стороны керек бара. Ты можешь поздравить, Кость, ты можешь поздравить кого хочешь с наступающим Новым годом. Есть желание? Есть. Тебе доктор бен, что бен баргет, ангел, калитин ангел, это не вин. Спасибо, Костя. Удачи тебе в наступающем году. Ты молодец большой. И это был Константин Наумов, ученик 9 класса Борулахской средней школы Верхоянского Улуса. А также сейчас нас пришел поздравить мой старый друг, мой коллега, золотой голос республики, не побоюсь этого слова, Михаил Кычкин с песней «Укулёха». Встречаем. Характаргар көстерен истиңсиени Сүрах пен олу саймыры Эйгин көрөммүн Мин өе қалаңа көтөкпүн Бағырдым или биттен сети Эйгин боламмын Bu sirge çok bundan erkek takpın Miginin birge hünkülöke En bir bıtamatip kavuydaran
bir gün aksin körük bir bağırdı en sıpsırdık niçergi Cılga var eyin kör sübüp bitten maktan abi Kündütten kündük gibi Eyyigin körümün Mühe kalana kötübün bağırdın İli bitten seti Eyyigin bulamın Bu sirge çolak bundan kıktakbın Miginin birge Спасибо, Миша. Мы переходим к следующему стипендиату. Танца, дипломант монгольского международного конкурса балета, лауреат второго республиканского конкурса исполнителей классического танца «Divertisement». Алена Колодезникова, студентка первого курса Якутской балетной школы имени Посельских. Стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020 года. Алена, здравствуй. Привет. Здравствуй. Ты учишься в балетной школе. Почему ты выбрала этот путь искусства? И как проходит учеба во время пандемии? Скажи нам. Этот путь выбрала не сама. Меня привела мама. Сначала я не очень понимала, что происходит и чем я занимаюсь вообще. А со временем я начала понимать, что я в правильном направлении, и я должна заниматься именно балетом. Вот. Учеба проходит хорошо. Время пандемии, конечно, не очень, но для балетных это хорошее расписание. Я расскажу. До обеда мы учимся дистанционно по общеобразовательным предметам. Далее мы едем в школу и занимаемся в зале. Вот. И это хорошо, чем заниматься дома по камере. Вот. Алена, расскажи, а сложно быть вообще балериной? Плюсы и минусы? Конечно, это сложно, потому что нужно быть сильным и физически, и морально. Вот. Я не хочу говорить минусы, потому что я их не вижу. Вот. Для меня сплошные плюсы. Мне нравится заниматься балетом, и я связываю свою жизнь именно с ним. Вот. Алена, хочу заметить, что у тебя очень классный пирсинг. Год быка, да, на носу у нас. Спасибо. Алена, Очень прямо сейчас, да? прямо сейчас ты можешь передать привет. Кому? Кому ты хочешь передать привет? Передавай. Я передаю привет, конечно, родителям. Конечно, они со мной в одном доме, но все равно передаю привет. Также учителям, своим друзьям, которые все это время
занятий, были со мной и видели весь процесс подготовки к конкурсу. Вот. И еще хочу передать привет своей однокласснице Саине. Привет, Саина. Она сейчас болеет. И я желаю ей выздороветь. Ой, немножко волнуюсь. Вот. Передаю привет. И своим педагогам Дарья Ивановна, Дмитрий Николаевич, Оксана Ивановна. Всем вам привет и спасибо большое за подготовку к конкурсу. Алена, спасибо тебе огромное. Мы желаем тебе дальнейших успехов в новом наступающем году. С наступающим тебя праздником. Это была Алена Колодезникова, студентка первого курса Якутской балетной школы имени Посельских. Спасибо. Ну а теперь наших участников поздравляет самый популярный в республике тиктокер. Знаешь, кто это? Это был, по-моему, я. Нет? Нет, это не ты, вынуждена тебя огорчить. Именно с песней «Юность» он завоевал эту социальную сеть и до сих пор радует нас своими замечательными каверами на популярные песни. Встречайте, Алексей Адамов. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит, закат. Кто был со мной до конца, с теми не шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Слышу музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, катим вперед, в центре уже отдыхает народ. Эй, прибавляй звук, носишь окно, снова на всю, из колонок добро. Пара друзей, также подруг, не предам их, и на сердце мечту. Две белые косички подлетают наверх, я тебя целую, губы ты в ответ. Подходи ко мне и закрывай дверь, мы с тобой останемся наедине. За стеной будто бас гремит. Мы снова одни, пока весь город спит. И я знаю одно, наше время летит. Ты просто обещай не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как последний раз звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Это был Свимайс, Да, самый популярный тиктокер Якутии. Самым, по-моему, хитом уходящего года «Юность». Спасибо Алексею. И мы продолжаем знакомиться со следующей конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 2020. Лауреат первой степени Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Будущие Ломоносовы-2020». Участник 8-й Екатеринбургской международной модели ООН 2020. Итак, Альберт Попов, ученик 10 класса Татинского лицея имени Мординова, стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020. Альберт, здравствуй. Привет. Альберт, с Новым годом! Ты успешно выступаешь на многих региональных, всероссийских конкурсах, научно-практических конференциях, а также ты победитель конкурса «Будущий дипломат».
Кем ты себя видишь в будущем? Наверное, дипломатом. Очень хороший вопрос, Архан. Я вижу себя в роли в будущем, именно в роли дипломатического работника. Или моя будущая профессия будет связана косвенно с дипломатией. В будущем я хочу защищать интересы моего региона, Республики Саха-Якутия, моей родины, и общей родины именно Российской Федерации, и защищать интересы именно на международной арене. Прекрасно. Ага. Но мы знаем, что ты увлекаешься изучением языков, да? Сколькими языками ты владеешь и можешь поздравить ребят на английском языке? Да, конечно. Dear friends, I'd like to congratulate you on your achievements. Good luck in new year. Perfect English, пожалуй, мой друг. А какими языками ты еще владеешь? Вот в нашей школе, в Татинском лицее, мы изучаем немецкий. Вот, как будет... вспомнил. Frohes neues Jahr, viel Glück und Gesundheit. Да, очень грубо звучит, но это я поздравил всех с наступающим, с Новым годом. И вот, пользуясь случаем, позвольте поблагодарить мою родную школу, моих родителей и моих одноклассников и друзей за сильную моральную поддержку. И в частности, я хочу поблагодарить моих учителей, это и моего наставника, это учительница истории Сыромятникова Сардана Спартаковна, и моего наставника Будикина Ивана Евсеевича. Большое вам спасибо. Еще раз Спасибо, Альберт. С Альберт, наступающим молодец. тебя Новым годом, дальнейших тебе успехов. Так держать. Ну а мы переходим к следующему. Международного детско-юношеского фестиваля конкурса «Бриллиантовые нотки». Лауреат международных фестивалей конкурсов талантов в 2020 году. И ученица 10 класса Республиканской специальной коррекционной школы-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Айлана Спиридонова с нами на прямой связи по скайпу. Айлана, добрый день. Айлана, ну мы знаем, что ты очень разносторонняя личность, да? Чем увлекаешься помимо своей учебы? Расскажи нам. Я помимо школы увлекаюсь танцевальным. Я очень люблю ездить и очень люблю я сделала. Ух ты, это Ого. ты сама сделала, да? Класс. А вот там сзади висят тоже костюмы. Это И тоже это- твои, да? Ух ты! Это очень красиво. Я хочу себе такой, прям, реально. Молодец. Даже Ирхан хочет. Айлана, ты сейчас в 10 классе, и куда ты нас собираешься поступить после школы, и почему? Это была Айлана Спиридонова, ученица 10 класса Республиканской специальной коррекционной школы-интернат, стипендиат главы Республики Саха-Якутия. между Айлана, прочим. мы тебе желаем дальнейших творческих успехов. Ты большая молодец. Такой талант, да, Да. действительно, у человека. И думаю, у тебя большое будущее. Ну, а далее у нас номер. Да. Цирковой номер артисты-жонглеры государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Расторгуевых и балет цирка. Роман Романов и Джоустан Гоголев, а также балет Государственного цирка Республики под руководством Марьяны Саморцевой. Встречаем. Встречаем.
жонглеры цирка Республики Саха-Якутия имени Расторгуевых. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем знакомиться с нашими стипендиатами. Внимание на экран. Новиков Станислав, Республиканский лицей-интернат, город Якутск. Призер международных олимпиад по экспериментальной физике. Победитель республиканских этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике с 2018 по 2020. Призер Всероссийской олимпиады школьников по физике 2019. Итак, Станислав Новиков, ученик 11 класса Республиканского лицея-интернат, стипендиат главы Республики Саха-Якутия 2020. Станислав, добрый день. Добрый день. Расскажи нам немного о себе. Как мы знаем, ты очень активный участник олимпийского движения. Олимпиадного, прошу прощения. Так, о себе могу сказать, что олимпиадами по математике и физике я начал заниматься уже с 5 класса. И моими самыми главными достижениями стали призерства на олимпиадах всероссийского, международного и разного уровней, а также становление лауреатом премии имени первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Все это было бы невозможно, если бы не постоянная поддержка, в первую очередь, со стороны моих родителей и всех моих учителей, а также Малой академии наук и Министерства образования Республики Саха-Якутия. Поэтому, пользуясь моментом, хочу выразить им всем свою искреннюю благодарность. Также мне хотелось бы поздравить всех участников данного торжественного мероприятия со становлением стипендиатом «Елки главы» и поблагодарить самого Айсена Сергеевича за то, что предоставили нам эту возможность. Всех с наступающим 2021. Молодец. А чем помимо учебы ты увлекаешься? В свободное время чем ты занимаешься? Помимо учебы я люблю заниматься чтением разного рода книг, статей по исследованиям в разных областях науки и тому подобное. Вот недавно я прочитал книгу Дэвида Маккалу «Братья Райт. Люди, которые научили мир летать». Вот она. И в ней рассказывается о жизни двух знаменитых людей, построивших первый в мире летающий самолет. Самое интересное, что эта книга написана на основе писем, дневников, журналов самих братьев. Поэтому в ней очень много интересного, я всем советую ее прочитать. Станислав, спасибо тебе огромное. Спасибо, что подключился. Спасибо, что с нами. Дальнейших тебе успехов. С наступающим Новым годом. Ну а далее у нас в студии... Появляется 10-й стипендиат Герман Тастыгин. И он прям пришел к нам в студию. Герман Тастыгин – это ученик 11 класса Национальной политехнической школы номер 2 города Якутска. Давайте посмотрим его визитку. Проекта «Школа правозащитников. Учиться и действовать» в 2018 году. Ответное слово от имени школьников республики предоставляется Герману Тастыгину. Здравствуй, Герман, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники «Елки главы» и Айсен Сергеевич. Для нас это большая честь находиться сегодня здесь. У каждого из нас были свои цели и значимые достижения в этом уходящем году. Все старались быть лучшими в спорте, учебе и науке. Мы чувствуем большую ответственность перед своими учителями, руководителями и родителями. Хотелось бы выразить вам, Айсен Сергеевич, благодарность за поддержку наших идей и начинаний. И хотелось бы поблагодарить лично своих наставников. Это Николаеву Валентину Дамгиновну и Храмова Анатолия Николаевича. С нашей стороны мы постараемся стать достойными гражданами своей страны, внести посильный вклад в развитие нашей республики и страны в целом. Пользуясь случаем, также хотелось бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом и пожелать вам здоровья, благополучия и успехов в ваших дальнейших начинаниях. Спасибо. Герман, расскажи, пожалуйста, вот ты учащийся политехнического лицея, да? Скажи, почему ты пошел в эту сферу и кем планируешь стать в будущем? Я, получается, вот занимаюсь таким модельным движением и политикой с 2014 года. Но сейчас я более определился. Вот в 10 классе решил пойти в военный вуз в Тюмень, Тюменское высшее военное инженерное командное училище. И вот
Расскажи про свои увлечения. Да, свободное Может быть, время от спорт, учебы. творчество. Может быть, у тебя есть какие-то Сам я хобби? занимаюсь в свободное время спортом для себя. Также военным делом интересуюсь, читаю книги разные, что понравится, то и читаю. И вот модельное движение вот это вот. Молодец. Серьезный такой молодой человек у нас, да, в студии. Можешь поздравить и передать привет своим друзьям, учителям? Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Хочу передать привет всем моим друзьям, одноклассникам, всем тем, кто меня знает, и также своей маме. Спасибо. А как ты сейчас обучаешься, дистанционно, либо очно? Очно. Очно, да? Очно учимся. Ну, это классно. Вот тут все на дистанционке, это немножко ново. Герман, спасибо тебе огромное, что пришел к нам в студию. Мы тебя поздравляем. Дальнейших тебе успехов, и пусть твои цели обязательно исполнятся. Спасибо. 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 Ну, а скоро новогодние каникулы, и в такие волшебные выходные, наверное, многие из вас проведут за просмотром качественных новогодних фильмов. Например, советуем посмотреть вам фильм «Надо мною солнце не садится», который получил множество наград. Отличный фильм, замечательная игра актеров, ну а саундтрек чего стоит, да? С первых слов можно выучить эту песню запросто. Участников главной елки республики поздравляет артист Государственного театра эстрады, исполнитель одной из главных ролей фильма «Надо мною солнце не садится» Иван Константинов. Встречайте. Симабин айылға тынын істәпин лықтын тәңәуе көтір күрдік бұмин бұлы түйәхәннән күннің үйдің мен сәттіхән Куярга тақсан тыл боланылы бұмин Бұкен әләмә ұйғылақ дойдуға Жаллах әбіппин Бұ сырды қараңа жекті да олаққа Жаллах әбіппин Бұкен әләмә Uygular doyduga Jallah Habibin Bu sırdı karana Cikti da olakka Jallah Habibin Doydum karabin Dorgan bolamın kötebin Bire bolanıla nasıl car kurduk Jallah tabibin Taptal denim bilbibin Tulay gani gün bolamın kus pupun
Jallah Habibin, Jallah Habibin, bu sirdi karanga, cikti da olokko. Jallah Habibin, Jallah Habibin. Это был Иван Константинов с песней «Джаллах Хабибин». Потрясающая песня. Пусть каждый из нас будет обязательно счастлив в новом наступающем 2021 году. И еще счастливее пусть будет каждый на земле. Ну а далее у нас, по-моему, самый главный такой гость сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего вечера. Какой же Новый год без Дед Мороза и Снегурочки? Они приехали поздравить всех стипендиатов и нас с вами, всех участников, всех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире. И слушает. И слушает, да. И давайте дружно позовем Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! Ух ты! Приветствую школьников Якутии на главной елке республики. Мы с внученькой своей Снегурочкой рады поздравить вас с волшебным праздником, с Новым годом. Не скрою, отрадно осознавать, что вы, мальчишки и девчонки, достигаете больших вершин в спорте и учебе. Среди вас, кстати, растут настоящие герои. Дорогие мои, будьте такими же мужественными, сильными и любознательными. Будьте положительным примером во всем. А я вам обещаю, что мы с внученькой будем приходить к вам каждый год, дарить подарки и водить веселые хороводы. Ну и хочу пригласить сюда ко мне моего старинного приятеля Чисхана. Нергиш, салаллан келледи саңажыл, күлімнен келледи саңажыл, бағарым етеміне хияхэ, күйіні жулуру веріне, сахам серен жулу бастың чата, эхияхэ, бұқа баргытыгар, бастың бағасанабын тердебін. Саргылақ саңа жылынан, саңа жолунан. Дорогие мальчишки и девчонки, я желаю вам, чтобы в волшебную ночь открылась дверца с новыми возможностями. Счастья вам, радости, крепкого здоровья и новых свершений. С Новым годом, дорогие мои! С новым счастьем! Дорогие друзья, через пару дней наступит 2021 год. Пусть наступающий год станет началом новых открытий, приятных событий, успехов и, конечно же, побед. И пусть удача сопутствует во всех делах и начинаниях. Мы всех вас поздравляем с Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! До встречи на елке главы Республики Саха-Якутия. Сирен элбэх сирдерге аттаппыт сахабыт теспекелле. Эседе гүлүтөк яны көндө көрөчлөр бит биге сахабыт сирен визитне карточката бол бутета холахан алгахан арбапы поло тыгын дархан ресторан игер келен турабыт. Бүгүн бу тыгын дархан ден ресторан итенне гостиница терелибите үйе чеппере сүрбе 5 сыллах үбүлөйүн черчетинен көндө көрөчлөр биткер эхе харанан
Мәне Джон Кирбет этергадылы үлһеттер сылжар сиддеригер биһиги ис өттүттен эхеха көрдөрөк бүтүн багарабыт. Ол көрдүк билеген мен бу ыскалаттан сагаламмын, эт эрбетер, балгыр астыр, тенне астыр сиддерин эхалан көрдөрөк багарабыт. Этөке ханын көндү көрөчлөр бит бүгүн биһиги бирибитин кытыртаңы бирге болгонгыт, кепсете кытыганы харин ыйтылар гытын, атилар гытын, баганалар гытын терден харин денин гарабыт. Агыс 910 219 сүрбекке 612. Көрәтчі моттан тыгын дархан ресторанға сылжыбытың болу дейін мен әрінебен. Онна отан ресторан үсетті қайдық үлелері қамныры кене бейхеқі көстібет әңкеті қайдағай. Оны хеқі сырды теқпіт, сәге теқпіт. Білген жәмен бұл әйген етер екі рестораны тон білен тұрар ресторан болымырын астақ, өлләқ, олағыттан ағын оңырыржан бұл шеф-повардар болалар. Константин Матананов, онна Иван Решетников бүгін көрселерді. Константин, өтөке ханан? Өтөке ханан. Басан тұран ағарда бұл өбілейдәқ сылғыт түміктенін әрерінен, үрбебе сылақ өбілейінен жауынна. Бейгі бұл олақ атын серіне келі өт. Қанна келен тұру бді? Мақтал, бұл болында бейгі бұл хамай основной продукция кадар хеббит, бу аннан киребит. Манна кирен барда уяханнар, бу яханга, онна барда складтардан тарханар. Ота эт ас продукция барда маннан кире турар. Ха? Күнай хебе ас тух отын это тух иринергерден убахатин, онугона бин Иван Решетников сегодня ба. Драба. Драба. Дере этер бетен коробитчи. Тохратылах так эрбигити. Bu biheqa epit polutuşandan kelek. Bu ubaha beli mantan polofabrikat taharıktır. Bu mantan bu bihe epitten doktor dobat. Baratan polofabrikat olarak mantan oyogos bu kahatın da kaybet bibit. Steak ngorabut, kare ngorabut. Ondan bu kabut tugutan farşa ngorabut. Tarublit ne hem. Жаматыгы холбуққа. Көзі көрәшілер бір манна білейтен әттіқпетіне қас бидде әт барыта бұл бәйбіт түріт аспыт, бәйбіт аспыт болы қантанда келе аз болбатақ. Келінің әртін ден үттін келер бігеге аластыр бұтығар мәтчебет, обаға өтеніне ұна қаттыр кәлелер. Донан білген бұл барыта тұстығынына бит. Иван Кыртық әпсер стейкі ме атын болуқтаға бітті? Аха. Ата бұл стейк атын бұл поясничный әттін ұлабыт? Аха. Бұның көттерем. Манна қаз бидде асқа шеф-повар бәйтер бектаға бит. Стейк кені қайдақ болары? Стейк бұл баттан ұлабыт. Бұл пайышныкты. Оны оңуға оқ стейк болыр, онтан бұл манны қаят ақтында карре болар. Барта атын әтін әбіт. Бұл карре ден болар? Карре ден болар, оңуқтақ. Ата халақат еденге мет ұғынан әбітте? Халақатына мен маттан оңғар бұд. Оны аддивай дыбыт. Иван, манна анал әтер бір кейі бар дөбетер бар, тығыр шеф-повар бәтер әжектақту? Анал әтер бір кейі бар. Мясной цех қолелер повар, мені әрбір. Бәбет әме әжамы дәрбір қайыр. Манна қолыбыра әтер бет бәбет әтер бет келелер әбет. Келі әт келерді? Калиет соқ, кәлбәт. Барды бәйбіт кетпіт. Сөп жәрі олыған өйт, Иван Мақтал, салғы бір иққан. Жәрі білген Константин Бейхеқа ехес өттіттен көрдіріуға. Так, бұл мясной полуфабрикаттар, балық, онда тоқтен арақсар, холодильниктар, складтар. Бұл олғана бейхе әнекенге өшеттер бақап қоға. Мандекене орын әлбәқтуы әйер. Бұл мантан тақсар, бұл сақа аға айылан, бұл қостан тақсар ебет. Бұл манна, атын аратақ хәбәс қапап болама бейі манна қалдуыд. Бұл балық разделкаға көндіріқта. Андрей Никентьев, не олған үдікті хамнақ болар. Чар Андрей, бағалысты кірті көпсеқа. Ехаме, әттен тоғыртылағай балыға астыр? Балық әттен ұрытат әлбақ құлау. Бұл қолуыра нәйліма ден әп. Сақайрын бір самай күнді балыға де қап. Бұл средний размерден болар. Мантан долған болғанса, оны білейін разделкалан көрдіріп бит. Бұл предварительно туын растатуыд, чешуятын, ехін тағардуыд, бастан төветін бұғауыд. Бұл көрәшілер бит әгеме өренен ехін, білеген бірахникка ас астыргітігер, анал асчаттар сөбелерін бұлғы өққа.
бастан төбетін ұлауыт. Бұл төбетін бейі барақ паппыт, суян қаямырын бульон оңырауыт. Уға основата олар. Там плавниктарын бағауыт. Бұл мен барды бульонға барар. Туғын да бірақ баққан? Хоу. Онтон де туғын арарау. Икки ғына бұл сейін оғынан. Сейін оғынан қайығын? Аха. Кечаскар арды бұд. Ола. Сыта барты чөбаты көстер. Қайдайды балығай бұл? Балығы алайы қаттан ағылылар. Индигер өріс. Онда бұл ойығы сұңығы маңғыттан бұд. Онда бұл бұғақ не ұрынан. Главное, илигіден қарысты қытын әді.